А вы знаете, сколько народов проживает в нашей стране? Какие у них обычаи и традиции? Пришло время проверить свои знания. Стартовала международная акция «Большой этнографический диктант». Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России. На протяжении целой недели можно было проверить свои знания в области этнографии. Участниками этой акции может стать любой желающий, вне зависимости от возраста и места проживания. Расскажи про задания этнодиктанта. Задания были довольно странные, там были задания про ложки, про какие-то бревна, но в принципе этнодиктант был не таким сложным, потому что на все вопросы можно было ответить интуитивно и просто исключать какие-то неподходящие варианты, ну и так правильно отвечать. Как ты думаешь, для чего нужен этнодиктант? Мне кажется, этнодиктант позволяет людям вообще узнать что-то больше про народы России, вообще какие-то интересные факты, то, как они живут, там, какие у них есть праздники. Расскажи про свой результат. Я написал на 85 баллов. Это прекрасный результат. Я был в нем уверен, потому что я довольно хорошо знаю географию в школе. Задания диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов о национальных особенностях и истории народов России. Чтобы ответить на все из них, дается 45 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы получить достойный результат. Расскажи про самые интересные вопросы. Больше всего мне запомнился вопрос про то, что означает, если женщина на Кавказе кидает свой платок. Правильным ответом было то, что женщина этим показывает то, что мужчины должны прекратить драку, чтобы они не убили друг друга. Также интересным вопросом был вопрос про то, как называется лодка на полуострове Таймыр для одного человека. Она называется ветка. На сколько баллов ты написал этнодиктант? Я написал на 35 баллов из 100, я разочаровался, но думаю, причина в том, что вопросы были очень своеобразные, и знать ответы на них просто невозможно. Эта масштабная акция проводится уже в 4-й раз. В прошлом году в ней приняли участие более 2,5 миллионов человек в России и даже за рубежом. После ее прохождения каждому участнику приходит сертификат на электронную почту, указанную при регистрации. Так что, написав этнографический диктант, можно не только проверить свои знания, но и пополнить портфолио. Большой этнографический диктант традиционно приурочен к Дню народного единства. Подобные мероприятия показывают, как важно изучать свои корни и знать больше о тех, кто живет рядом. Алина Тагирова, Рамазан Мусин. Специально для «Горы новостей».